Шумбратады, кельгам и ялгат. Здравствуйте, дорогие друзья! Я Лиза и мой любознательный помощник Куйгарыш продолжаем знакомить вас с удивительной стороной макшанского языка. Теперь макшанский язык станет для вас ближе, ведь на наших уроках есть все, что нужно для его изучения. Шумбрат, Лиза, шумбратады, ялгат. Куйгарыш, подскажешь ребятам, какой теме посвящен наш сегодняшний урок? Конечно. Друзья, послушайте стихотворение, которое я подготовил для вас. И угадайте, о чем мы сегодня будем говорить. Мама – первое слово. Главное слово в каждой судьбе. Мама жизнь подарила. Мир подарила мне и тебе. Ребята, я думаю, вы все правильно поняли, ведь в этом стихотворении говорится о самом главном человеке в жизни каждого из нас, о маме. И сегодня на уроке, посвященном Дню Матери, старающейся, подобно кудеснице, превратить нашу жизнь в сказку, мы познакомимся с новыми словами и выражениями на макшанском языке. Итак, тема нашего урока – Авань-Ши, День Матери. Сколько тепла и света таит это магическое слово, которым мы называем самого близкого, дорогого и единственного человека. Произнесем его с нежностью и благодарностью. Мама по-русски, дядя по-макшански. Ребята, а какими словами вы бы могли охарактеризовать своих мам? Назовем эти слова-признаки на макшанском языке. Кельгавикс – любимая, кельги – любящая, мазы – красивая, ванфты – оберегающая, заботливая, ляписеди – нежная, ласковая. Ви – сильная, Йоню – мудрая, умная, Тевань Кельги – трудолюбивая. Молодцы, ребята! День матери отмечается 27 ноября. Прежде всего, это знаменательный повод, чтобы еще раз сказать слова любви и признательности самому родному и близкому человеку, отдать дань уважения за любовь, за щедрые материнские сердца, за их заботливые и ласковые руки. Друзья, назовем с вами выражения на макшанском языке, которыми можно ярко охарактеризовать самого дорогого человека – маму. Тядяй, монтонь пяк кельктя. Мама, я тебя очень люблю. Тядяй, тон казит тей не эряв. Мама, ты подарила мне жизнь. Тядей, тон сем бада тебер ялгазет. Мама, ты мой лучший друг. Тядей, тон сем бада пить не казнись. Мама, ты самый дорогой подарок. Молодцы, друзья! Слово «мама» – особое слово. Оно рождается с нами, сопровождает нас в годы взросления и зрелости. Мама, нет дороже слова. Мама – это целый мир. Ребята, назовем с вами вместе слова и выражения на макшанском языке, которые помогут вам сердечно поздравить дорогих мам. Поздравлян дам седи вакста. Поздравить от всего сердца. Каземс панчвань пусма. Подарить букет цветов. Кельгамс – любить. Кенерштамс – порадовать. Петем смяль – доставлять радость. Ванктом спря балада – оберегать от бед. Молодцы, ребята! Мы сегодня много говорили о высоком назначении женщины, о матери. Я думаю, что сегодня чувство тепла, нежности переполнили вас. Скажите, часто ли вы признаетесь любви своим матерям? Запомните, от каждого нежного слова, каждого признания, поцелуя, сердца ваших мам будут крепнуть, лица молодеть, а силы прибавляться. Мама, дядя – это слово, при котором взрослый хмурый человек улыбнется, потому что оно несет в себе тепло материнских рук, материнского слова, материнской души. Друзья, и сегодня мы хотели бы прочитать вам теплые строки, посвященные маме, женщине на макшанском языке, автором которых является Вера Брындина. «Инь мазы панчвкеть, дядя зинзи касса, инь лямби валнеть, тя конясти асса, инь кайги морать, лемазан заморан, сонь мялем спетемс, седишкова йоран, тундась катк максы, дядя зинзи эриге,
Ашкайнесь отю, павас, кучи вярди, аш мастраланг соломань сяда мало, монь кельгась, тядей, щеконятень палан. Какое замечательное стихотворение! Я думаю, что вы поняли его содержание. К сожалению, наш урок уже подошел к концу. Мы будем рады, если вы продолжите знакомство с удивительным миром макшанского языка в нашей школе мордовских языков. В заключение нам хотелось бы поздравить всех мам с праздником на макшанском языке и пожелать им крепкого здоровья, бесконечного счастья и любви. Аванши мархта, кельгама ават. Кеми шумбраши, певтама павас и кельгама. До свидания, дорогие друзья. Будьте здоровы! Оду Васидемазанг. До новой встречи!